Доброе утро, Якутия! На календаре сегодня 9 октября, понедельник. Как говорится, понедельник день тяжелый, но не для нас. Сегодня с вами работаю я, Глаголева Елизавета. Просыпайтесь вместе с нами, заряжайтесь бодростью и позитивом, узнавайте первыми о событиях, которые произошли в мире и в регионе. И давайте узнаем, что нас сегодня ожидает. В Якутске определили победителя республиканского этапа конкурса «Учитель года». Награду получил преподаватель истории и обществознания городской классической гимназии Павел Гоголев. Пообщаемся также с ним через несколько минут. Бытует мнение, что профессия таксиста для женщин неподходящая. Водитель одной из служб такси Фаиля Пляченко категорически с этим не согласна, а ей в этом году исполняется 64 года. Можно ли писать рабочие чаты поздно ночью? Нужно ли поздравлять коллег с 8 марта? И обязательно ли обращаться к начальнику на «вы»? Продолжаем знакомить вас с правилами делового этикета. И также впервые в Якутске с 9 по 11 октября пройдут большие гастроли Бурятского академического театра драмы имени Ходса Намсараева. И по классике давайте узнаем, какая же погода нас ожидает сегодня за окном. На 6 часов утра в центральных районах от -2 до +1 градуса, в заречной группе от -3 до +1 градуса, в южных 0 градусов, в Вилюйской группе от -4 до -3, в Нижнеленских от -4 до -2, в западных от -3 до -1, в Колымо-Индигирской группе улусов от -9 до -4 градусов, в Янских от -10 до -4, на северо-западе от -5 до -3. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра составляет 0 градусов, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный 4 метра в секунду. И сегодня днем преимущественно у нас ожидается без осадков, утром гололедица, ветер северо-западный 6-11 метров в секунду, температура +3, +5 градусов по Цельсию. Всемирный день почты – один из международных дней, которые отмечаются в системе Организации Объединенных Наций. Во всем мире, начиная с 9 октября, проводится Международная неделя письма. Международная почта готовит на 6800 языках своих клиентов и представляет собой самую протяжную в мире сеть физической доставки. В Якутске На календаре 9 октября. Сегодня отмечают Всемирный день почты и День специальной пожарной охраны МЧС России. По народному календарю Иван Богослов. Если на Богослова выпадал снег, то зиму ждали на Михайлов день. По листьям гадали о зиме. Если они опадают с деревьев нечисто, то нужно ждать морозов. Этот день в истории. В 1829 году в этот день совершено первое восхождение на Арарат. В 1874 году, 9 октября, учрежден Всемирный почтовый союз. В 1943 году завершилось контрнаступление советских войск в битве за Кавказ. В 1991 году в этот день учреждена Букеровская премия за лучший роман на русском языке «Русский Букер». Первым лауреатом в 1992 году стал Марк Харитонов за роман «Линия судьбы» или «Сундучок» Милошевича. В 2002 году, 9 октября, началась 10-я всероссийская перепись населения. В этот день родились Сергей Муравьев-Апостол, русский офицер, декабрист; Камиль Сен-Санс, французский композитор; Николай Рерих, русский живописец, писатель, путешественник, археолог, философ-мистик. В этот день также увидел свет Николай Бухарин, русский политический деятель; Евгений Евстигнеев, советский актер театра и кино, народный артист Советского Союза; и Джон Леннон, английский музыкант, певец, поэт, композитор, один из основателей группы «Битлз». Именины сегодня у Афанасия, Владимира, Александра, Николая, Ефрема, Тихона, Дмитрия и Ивана. Ну а в Якутске определили победителя республиканского этапа конкурса «Учитель года». В Якутске на торжественном вечере, посвященном Дню учителя, назвали имя лучшего педагога республики. Им стал учитель истории и обществознания городской классической гимназии Павел Гоголев. Павел, доброе утро. Доброе утро. Но для начала хочется вас поздравить с победой, да? Расскажите о том, как проходил конкурс.
Ага, спасибо за поздравление. Конкурс у нас проходил целую неделю. Начался конкурс 28 сентября и вот завершился в День учителя 5 октября. Конкурс полностью, наш республиканский конкурс полностью проводится по формату всероссийского этапа конкурса и содержит в себе 2 основных тура и 6 конкурсных испытаний. Да? В первый день, как только мы пришли в Институт развития образования и повышения квалификации учителей нашей республики, то, соответственно, первый этап назывался педагогический диктант. Как мы все знаем, в этом году мы отвечаем 200 лет со дня рождения великого русского педагога Константина Ушинского. И вот нам задали текст по научным взглядам Константина Ушинского, и, соответственно, по этому тексту нам предстояло выполнить 3 непростые задачи. Вот. Потом, второй, самые основные этапы считаются, конечно же, это общение с детьми, это открытый урок и разговор со школьниками. Как мы привыкли еще и называть классный час. Вот. А потом, после первого этапа, объявили 17 лауреатов конкурса. Вообще на конкурс приехали 30 участников со всех уголков нашей республики. И вот 17 из них были названы лауреатами конкурса. Павел, а поделитесь своими впечатлениями. Может быть, какой-то этап вам прошел более легко, да? А какой-то, наоборот, более сложно, более волнительно? Конечно, самыми волнительными этапами конкурса являются именно открытые мероприятия с участием обучающихся. Конечно, это открытый урок и классный час. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить обучающихся 9 А класса Якутской городской национальной гимназии, в котором я проводил урок в этой школе, в этом классе. Вот вы, когда победили, в интервью сказали то, что победа — это очень большая ответственность для вас, потому что вы в следующем году уже, да, будете представлять не только свою гимназию и не только наш город, да, а всю республику во всероссийском конкурсе. Расскажите немножечко про него. Начали вы уже к нему готовиться, может быть, или какие-нибудь задумочки у вас уже есть? Задумки у учителя есть всегда, да, но, конечно, большая серьезная подготовка пока еще не началась, но тем не менее вот этот груз ответственности, что уже ощущается на моих плечах. Первые послеконкурсные дни прошли, сегодня, оказывается, уже 9 октября, День учителя уже был 4 дня назад, да, и вот, соответственно, груз ответственности чувствуется, но думаю, что сильно про это тоже думать и тоже не стоит, поскольку учитель всегда должен оставаться стрессоустойчивым. Но это вы правильно говорите. И вот как раз вы говорите про то, что учитель должен быть обязательно стрессоустойчивым. Каждый год же есть разное поколение учителей, да? Раньше воспитывали нас, можно сказать, обучали по одному, да, программе, сейчас по другой. Как вы считаете, какой должен быть современный учитель? Еще великий русский историк Василий Ключевский еще в XIX веке говорил, что хорош тот преподаватель, который хорошо знает свой предмет и любит тех, кому это преподает. Но к этому я на сегодняшний день добавил бы еще и умение выстраивать диалог, поскольку образование, система образования — это постоянный диалог между учителем и обучающимися, диалог между родителями, в общем, между всеми участниками образовательного процесса. Поэтому думаю, что современный учитель должен уметь конструктивно выстраивать диалог. Но у вас такие вот серьезные предметы, да, история и обществознание. И это предметы, которые чаще всего сдают на ЕГЭ. Вот особенно я знаю обществознание. Расскажите, пожалуйста, может, подготавливаете вы школьников, потому что это достаточно тоже сложный предмет, в который заключается очень много всего, да, и право, и как общаться друг с другом. Обществознание считается самым таким междисциплинарным предметом, да, поскольку
Ну, как вы уже сказали, там есть и право, и политика, экономика, социология, философия и другие области вообще общественного знания. Но конечно же, когда учащийся мотивирован, то половина дела уже сделана, да, потом уже самое основное — это мотивация. Если мотивация есть, то учащиеся могут написать, ну, экзамен на очень хорошие баллы. Я готовил уже несколько выпусков, готовил к экзаменам, и некоторые из моих выпускников являются действительно предметом моей гордости. В прошлом, нет, в позапрошлом году одна моя выпускница сдала и историю, и обществознание, оба предмета на 96 баллов. Ой, это были очень сильно. очень хорошие баллы. За год до этого, в 2021 году, наша выпускница стала одной из 3, кто сдал экзамен на 99 баллов. Но в том году у нас стабальников по обществознанию в республике не было, поэтому это был лучший показатель. Но я, наверное, не постесняюсь вас назвать лучшим учителем, да, нашей республики. И у вас, наверное, есть какие-то свои заготовки, методики обучения, да? Если можете, поделитесь, пожалуйста, как вы обучаете, почему дети заинтересованы вашим предметом? Но вообще педагогика — это наука, да? И как наука содержит в себе очень много приемов, методик, педагогических технологий. И, соответственно, учитель вот каждый из этих приемов, методов, технологий пропускает через себя. И, может быть, скорее всего, ну, их очень много, поэтому учитель выбирает именно ту технологию, которая подходит для него. И, конечно, учитель — это тот человек, который постоянно находится в поиске. И, соответственно, какие-то новые пути решения, новые варианты развития образовательных событий тоже учитель предусматривает. Павел, спасибо вам большое. Еще раз хочу вас поздравить с победой и пожелать, конечно же, победы и призового места уже во всероссийском конкурсе. И также хочу пожелать вам хороших учеников, которые также будут сдавать прекрасно ЕГЭ, как уже сдают, и побеждать в Олимпиадах. А сейчас мы дадим слово нашим коллегам и скоро вернемся снова. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Более 80 тонн овощей доставят семьям участников специальной военной операции в Якутске. Все овощи, кроме лука, выращены на территории городского округа. Поддержка семей наших военнослужащих, находящихся в зоне СВО, остается приоритетным направлением работы окружной администрации города Якутска. Приводятся слова главы города Евгения Григорьева. В состав набора входит 30 килограммов картошки, 10 килограммов капусты, 5 килограммов лука, а также по 3 килограмма моркови и свеклы. На агровыставке «Золотая осень-2023» Якутия завоевала 48 медалей. Наградами отмечены продукция сельхозпроизводителей и научные разработки якутских ученых. Золотые медали за достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства завоевали сельхозкооперативы из Амгинского и Мегино-Кангаласского улусов, а также конезавод «Бертех» Кангаласского улуса. СКПК «Дюбсюнский» отмечен золотой медалью за сливочное масло традиционное. Власти Якутии к 2029 году намерены увеличить производство местного продовольствия на 25% и вернуть в сельхозоборот 22 тысячи гектаров выбывших сельхозугодий. Об этом сообщил глава республики Айсан Николаев. Кроме того, в агропромышленном комплексе реализуют не менее 5 проектов цифровизации и 5 наукоемких технологий, обеспечивающих рост качественных производственных показателей. Напомним, что в республике для достижения целей в области агропромышленного комплекса намерены создать 15 территорий развития местного производства.
В Якутске проходит второй этап оперативно-профилактической операции «Нелегал-2023». Полицейскими МВД России Якутская ведется активная работа по пресечению нарушений иностранцами миграционного законодательства. Проверяются места скопления и проживания иностранных граждан. Так, за дежурные сутки отделом по вопросам миграции выявлены и документированы административные правонарушения в сфере миграционного законодательства. Например, выявлено и зарегистрировано 3 сообщения с признаками состава преступления по фиктивной постановке на учет иностранного гражданина. Проект об ограничении времени продажи алкоголя в наливайках внесен в Госдуму. Требуется установление ограничений времени реализации алкогольной продукции в объектах общественного питания. Предлагается предоставить регионам право устанавливать законом субъекта Российской Федерации дополнительные ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. Миссия якутского телевидения – предоставление достоверной и полной информации о политической, экономической, культурной и социальной жизни республики, сохранение национальной самобытности, языков, традиций и обычаев народов республики, а также их духовного развития. 8 октября 1963 года считается отправной точкой и рождением телерадиовещания в Якутии. С того времени прошло 60 лет, многое изменилось. Наша съемочная группа поспрашивала у горожан о передачах, пользующихся наибольшей популярностью, а также какие телевизионные проекты они хотели бы увидеть. Я всегда смотрю телевизор. Я смотрю его программы. Надо новости-то знать, я говорю, и жить жизнью города, области, республики, я говорю, страны. Ну а сейчас молодежь, она какая бы более такая коммуникабельная, поэтому она сама, я говорю, какую-нибудь программу разработает. А нам-то уже что, СССРовским, уже разницы нет, я говорю, понимаете, какие программы будут. Погодные условия. В основном предпочитаю новости. Более это интересно, что у нас в стране происходит. Нанбака Саха, доброе утро. Так как, наверное, я по профессии учитель, наверное, я детские передачи смотрела. Тюнюк в то время очень хорошие, такие подростковые, такие молодежные передачи были. Сергелех, да, вот этот очень хороший. Молодежная передача была, сериалы. Ну, я смотрю только новости, к сожалению, по вечерам. Ну, как дайджест новостей. Я смотрю новости и ООН передачу. Все мне очень нравится. В основном сейчас то, что на фоне сейчас данной ситуации смотрим в основном военные новости. В основном смотрю новости. Мне было бы интересно посмотреть какие-нибудь ток-шоу, например, ну или документальные фильмы. Криминалистика. Чтобы они говорили о проблемах Якутии, типа, когда экология пошла, все такое. Побольше развлекательных для детей. Изучение якутского языка для детей. Познавательные для детей. Вот для них. Но опять-таки детского очень не хватает, сильно не хватает. Бюджет Российской Федерации разделяется на 3 уровня – федеральный, региональный и местный. Важным элементом наполнения местного бюджета являются расчеты с торговых мест, а также оплаты при оказании услуг и работ при использовании контрольно-кассовой техники индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами. Все эти платежи попадают в местный бюджет посредством налогообложения. Отчисления с каждого рубля идут на благоустройство дворов и окружающей среды, освещение, газификацию, здравоохранение, иные социальные, инфраструктурные и экономические нужды муниципалитетов. Не выдали кассовый чек? Обратитесь в ФНС России. Доброе утро! Чего быть готовым на этой неделе? Что посоветуют нам звезды? Предлагаем узнать сейчас свой гороскоп. Овен. Неделя принесет много загадочных и непонятных ситуаций, разобраться в которых будет крайне сложно. Особенно много вопросов будут вызывать отношения с партнерами. Поступки последних и вовсе заставят порядком поломать голову. Профессиональная сфера потребует проявления тактичности, сдержанности и даже мягкости. Это станет испытанием для нетерпеливых огненных овнов. Телец.
Намечается вполне спокойная и стабильная неделя, которая позволит не только приумножить материальную сторону жизни, но и заняться отложенными ранее личными делами. Смена имиджа, обновление гардероба в этот период будет удачным. И представители земного знака получат много комплиментов от окружающих в связи с новой прической или деталью гардероба. Здоровье будет прекрасным, а умеренные физические нагрузки придадут необходимый тонус организму. Близнецы. Почти всю неделю вы будете находиться в редком для себя сбалансированном состоянии. Сложности в работе будут компенсироваться приятными денежными поступлениями, а некоторые проблемы со здоровьем – хорошим эмоциональным настроем. Сфера отношений порадует близнецов гармоничным общением, совместным отдыхом или поездками на выходных. Рак. Почти всю неделю вы будете заняты профессиональными делами и заботами. Результат будет отличным, поставленные цели достигнуты, а материальная составляющая жизни улучшится прямо пропорционально затраченным усилиям. Некоторых раков ожидают командировки и поездки. Здоровье также не доставит проблем, если поддерживать его и принимать профилактические своевременные меры в связи с метеорологическими условиями. Лев. Всю неделю вы проведете за построением планов на будущее. Надежды на перемены смогут стать реальными, если прикладывать усилия. Семейные львы будут заняты вопросами детей и их здоровья. А пока одинокие представители этого огненного знака будут поглощены делами друзей и оказанием помощи в сложных ситуациях. Львам, планирующим заняться своей физической формой, стоит взять на заметку вторую половину недели. Финансовая же сфера потребует дополнительных расходов на детей или родственников. Дева. Для типичных представителей знака неделя станет периодом позитивных эмоций, а для пока одиноких – началом влюбленности. Профессиональная сфера останется без изменений, а материальная сторона жизни потребует дополнительных расходов на приобретение имущества. Хороший эмоциональный настрой будет мотивировать на встречи с друзьями, а повышенная коммуникабельность позволит завязать новые интересные знакомства. Весы. Быстро справятся с ситуацией те, кто смогут обуздать гнев, подойдя к решению вопросов прагматично и без излишних эмоций. Финансовая сфера немного пошатнется у весов, склонных к неразумным тратам под влиянием сиюминутных импульсивных желаний. Профессиональная же ситуация потребует концентрации внимания, особенно для тех, чья работа связана с цифрами. Скорпион. В каждом из вас есть сыщик-детектив, который обожает раскрывать тайны и секреты людей. Такая возможность скорпионам представится как в профессиональной сфере, так и в сфере человеческих отношений. Надо отметить, что с задачей вы справитесь блестяще, что не только повысит ваш престиж на работе, но и создаст репутацию в кругу знакомых и друзей. Стрелец. Представители знака всеми силами будут оттягивать решительный момент, избегая ответственности. Но уже к одним ситуация начнет меняться, а появление некой альтернативы позволит вам отбросить сомнения и вплотную заняться назревшими проблемами. Здоровье будет неплохим, но будьте внимательными и осторожными, а свободное время лучше посвятить семье и родственникам. Козерог. Неделя обещает быть стабильной, а основной сферой приложения усилий станут хозяйственные дела и заботы. Здоровье будет прекрасным, поддерживайте его физическими нагрузками. Финансовая сторона жизни обещает быть стабильной и предсказуемой, а профессиональная сфера порадует козерогов получением первых результатов ранее затраченных усилий. Водолей. Вы станете инициаторами многих позитивных событий и перемен в своей жизни. Активная позиция на работе позволит большинству представителей этого воздушного знака стать неформальными лидерами, с блеском решая сложные задачи. Проявление инициативы в вопросах увеличения доходов также не останется без позитивного результата. Появление новых возможностей для заработка или источников дохода придутся как нельзя кстати. Рыбы. На этой неделе вы получите новый опыт в сфере взаимоотношений и перестанете действовать по давно отработанным привычным сценариям. Финансовая сфера обещает быть стабильной и предсказуемой, позволяя планировать крупные приобретения в ближайшем будущем. Хорошее самочувствие позволит вести очень активный образ жизни, успевая сделать множество дел за очень короткий промежуток времени. Бытует мнение, что профессия таксиста для женщин неподходящая. Несмотря на это, дамы водят автобусы, троллейбусы и трамваи на протяжении десятков лет. Миф о том, что крутить баранку не женское занятие, уходит уже в прошлое. Все больше российских женщин-водителей задумываются о том, чтобы работать в сервисах такси. Моя коллега Ирина Григорьева познакомилась с Фаилей Плеченко, которая, несмотря на свой золотой возраст, работает в службе такси. Доброе утро, дорогие телезрители! Наступил новый рабочий день, новое утро, и
Все люди спешат на работу, кто на учебу, у кого-то выходной, у кого-то отпуск. Каждое утро у любого человека начинается с хорошего кофе. Я сейчас нахожусь в кофейне «Бонами». Здесь подают очень хороший, вкусный кофе. Кстати, у них очень вкусные десерты. Рекомендую всем, кто сюда заходит. Кстати, в это время года очень много людей, которые покупают себе горячие напитки, кофе. И, кстати, вот среди них оказалось... Ой, спасибо большое. Среди них оказался очень интересный человек. Я хочу вас с ней познакомить. Доброе утро. Доброе утро. Это Фаиля Юрьевна Плеченко, женщина, которая работает в службе такси. Ваше утро начинается с кофе. Да, утро у меня начинается с кофе. Каждое утро стараюсь заехать и выпить чашечку кофе. Ну, во сколько начинается ваш рабочий день? Я знаю, что рано утром вы уже принимаете первый заказ. Да, первый заказ у меня начинается в 7 утра. С удовольствием вас покатаю по городу. Ну вот, поедем по городу, посмотрим наш город. Вы сказали, что у вас стаж 25 лет, у вас очень интересная биография. Вы родились, значит, здесь, в городе Якутске. Вот как вы попали в службу такси? Ну, как бы немножко устала работать с бумажками, как говорится. Захотелось более свободного графика работы, потому что, ну, как бы и возраст свое дает, и как бы и интерес. Ну, как бы машина это, ну, люблю я машину. Ну, бывает, что задают вопросы, да, ну, что вас заставило, мол, типа того, что вот вы уже в возрасте, как бы с внуками заниматься, да, на диване лежать. Я говорю, ну как, жизненные обстоятельства разные у людей бывают, поэтому... Согласна. Фаиля Юрьевна, все-таки вот ваша работа очень зависит от того, допустим, да, какое настроение будет у пассажира. Тоже это, да. Разные бывают. Некоторые идут на контакт, а некоторые в себя замыкаются. Как вы начинаете свое утро? Вот, и каким оно должно быть, чтобы утро, ну, целый день прошел хорошо, отлично, на позитиве? Ну, как бы маленький секрет. Я встаю, начинаю делать зарядку. Большая семья, у вас внуки. Как вы совмещаете вот семью, внуков? И они, наверное, за вас переживают. Вот бабушка сегодня в разъездах, да, допустим, там. Но они уже привыкли. Да, как они сперва относились к тому, что вот бабушка вот с утра она уже все, она уже, как говорится, за баранкой. Дочь у меня говорит: мама, ты что, такси, ты как это будешь там, это само. Ну, привыкли же, что я всю жизнь проработала в кадрах. И вот, как ты будешь это самое? Я говорю, ну ничего, потихонечку. Там меня первое время контролировали, чтобы я долго не ездила. Поздно я не возвращалась. Ну, потом ничего, привыкли. Прикурить аккумулятор, вы это все умеете? Ну, прикурить это, конечно, это умею, но взирая на мой возраст, колесо мужчины пытаются мне помочь, например, открутить, потому что если до шиномонтажки далеко, а так еду на шиномонтажку, а что делать? Стрессовое состояние должно быть, не сильно реагировать нужно вот на такие вещи, потому что, ну, дорога есть дорога. Вот ваша работа, вот она, что она сейчас значит? Вот что она вам дает? Ну, как бы от пассажиров можно тоже зарядиться хорошим настроением. Когда начинаешь, вот видишь, что человек хмурый такой, я начинаю всегда: ой, что-то у нас погода не такая стала, вот эта осень была хорошая. Ну, начинается с погоды, как говорится, разговор, а потом дальше больше, и мы доходим вообще до политики, даже с пассажирами разговариваем. Фаиля Юрьевна, ну мы завершили наш маршрут, нашу поездку. Поездка была очень познавательна. Вы нам рассказали о себе, мы закончили наш маршрут именно здесь, в вашем любимом месте. Да, это место мне, старый город, очень нравится. Люблю здесь гулять, смотреть, вспоминать те постройки, которые были много лет назад, и как изменился наш город Якутск. Пожелать всем жителям города Якутска оптимизма, не унывать, несмотря на нашу погоду якутскую, нужно жить с позитивом. Предстоит еще зима. Да, ну зима. Ну, зиму мы все равно переживем. Да, конечно, да, конечно. Спасибо вам большое за это интересное утреннее интервью.
Японская компания создала подушку для комфортного сна в офисе. С ней можно выспаться прямо за столом без напряжения в шее, онемения рук. На предзаказ уже выстроилась очередь, стоимость сонного гаджета $60. Это примерно 6000 рублей. Но я считаю, что это очень удобная вещь, потому что сейчас подушки даже стоят дороже. Для людей, которые любят поспать или которые очень сильно устают, покупайте эту подушечку, ложитесь и на обеде отдыхаете. Кстати, про работу. Можно ли писать в рабочие чаты поздно ночью? Нужно ли поздравлять коллег с 8 марта и обязательно ли обращаться к начальнику на «вы»? Зачем нужны правила делового этикета? Вовсе не для того, чтобы показать всем, как хорошо вы воспитаны, а чтобы помогать людям работать эффективнее. Существуют универсальные правила офисного этикета. И вот некоторые из них. Когда вам представляют кого-то при знакомстве, рекомендуется вставать, если в этот момент вы работаете за столом. Так вы покажете свое уважительное отношение к новому знакомому и будете чувствовать себя более уверенно, чем сидя и смотря на него снизу вверх. Кому-то это правило может показаться несерьезным, но, к сожалению, о нем нужно напоминать. Жевательные резинки полезно жевать только в течение 15-20 минут после еды. А разговаривать с коллегами и клиентами со жвачкой во рту неприлично. Не ходите на работу простуженным. Во-первых, переносить простуду на ногах опасно. Во-вторых, в первые несколько дней заболевания вы распространяете вирус и можете заразить своих коллег. Спасибо они вам за это точно не скажут. Ну и в-третьих, не очень приятно находиться рядом с постоянно чихающим и сморкающимся коллегой. Если вам кто-то позвонил, а вы работаете в одном помещении с несколькими сотрудниками, сведите такие звонки к минимуму и, если это возможно, выходите из кабинета, чтобы поговорить. Подобные разговоры могут отвлекать ваших коллег, вызывая их раздражение, ибо наоборот, привлекая излишнее внимание к вашим личным делам. Полноценный ремонт – крайне сложный процесс, в котором обычно участвует множество подрядчиков. Как оформить отношения с дизайнером и строителями, чтобы ремонт не вышел из-под контроля? Разбираемся вместе с юристом, какие обязательные пункты нужно учитывать при заключении договора. Доброе утро, дорогие телезрители! Потихоньку подходит к концу у нас летний сезон, но еще есть время сделать ремонт в любимой квартире. Итак, сегодня повторяем правила заключения договора подряда на ремонтные работы. Речь идет именно о бытовых подрядах, которые на ремонт квартиры. Безусловно, аналогичные требования существуют и в договоре более сложных подрядов, на строительство дачи, дома, еще чего-то, но мы сегодня рассмотрим именно маленький ремонт. Итак, захотели отремонтировать комнату. Что нужно указать в договоре? Нашли подрядчика, вроде бы все хорошо, читаем договор. Итак, в предмете указываем, что мы ремонтируем комнату определенной площади. На схеме наносим, какую комнату мы хотим отремонтировать, какая площадь стен, какая площадь потолка, какая площадь полов. Для чего мы это делаем? Чтобы в последующем определить стоимость ремонтных работ. Делаем комнату полностью, поэтому учитываем, что стоимость 1 квадратного метра поклейки обоев столько-то, 1 квадратного метра, допустим, укладки пола столько-то. Тогда в последующем, если у нас будут претензии к небольшим дефектам, в небольших квадратах мы сможем это предъявить. И, допустим, если это не нуждается в переделке или во внесении изменений, то есть, в общем-то, вы готовы с небольшим дефектом смириться, но стоимость можно будет на эту сумму уменьшить. Поэтому расписываем все подробно. Если материалы закупает подрядчик самостоятельно, нам нужно обязательно указать в договоре, какие материалы мы хотим видеть. Вот хотим мы керамогранит определенной фирмы, прописали, увидели, что не тот, попросили заменить, указали на договор, что обязательно он самостоятельный. Итак, если у нас происходит сложный демонтаж, это касается особенно ремонта у нас ванных комнат. Почему? Потому что тогда снимается кафель, образуется негабаритный мусор. Это очень важно, потому что зачастую бывают споры с соседями, потому что мешки строители оставили, и дальше вы вроде претензий предъявляете, почему вы их не вынесли, а вам говорят, у нас в договоре не указано, что мы выносим мусор. Мы из квартиры вынесли, а дальше вы самостоятельно.
Поэтому, если подразумевает, что демонтируют окна, демонтируют полы, демонтируют плитку, не дай бог там выносят ванну, то все это обязательно прописываем в договоре. То есть прописываем, что негабаритный мусор после демонтажных работ выносит подрядчик путем вывоза с территории многоквартирного жилого дома. Почему это очень важно? Потому что если он просто вынесет их, соответственно, на место сбора мусора, к вам могут предъявить претензии, потому что негабаритный мусор образован не многоквартирным домом. У нас в управляющей компании в договоре он не указан, то есть у нас бытовые отходы, а здесь уже это не совсем бытовые отходы, вас могут обязать за свой счет это вывозить. Поэтому во избежание проблем с соседями, с управляющей компанией тоже это все внимательно прописываем. Прописываем, что подрядчик обязуется не только собрать, вынести из квартиры, но и вывести с территории многоквартирного дома и утилизировать соответствующие требования. То есть вывести на свалку в установленном порядке, ну или заключить договор того, кто будет это вывозить. Все прописали, разобрались с мусором, вроде бы все хорошо. Дальше. Ну, бывает такое, что материалы вовремя не поступили, рабочие заболели. Все бывает. Указываем сразу неустойку за просрочку исполнения. То есть, ну, бывает, что и из квартиры приходится к родственникам выезжать, да, или временно снимать какую-то жилплощадь. Это затраты, поэтому рассчитывали на месяц, а ремонт растянулся на 3. Обязательно прописали, что за каждый день просрочки взыскивается определенная неустойка. Все, тогда мы будем спокойны, что если вдруг ремонт затянется, у нас будет мера влияния на подрядчика, чтобы он закончил ремонт быстрее. Напоминаем, что информация о месте нахождения подрядчика, да, о том, когда, получается, он зарегистрирован как юридическое лицо, имеется на сайте Федеральной налоговой службы. То есть это публичная информация, можно все посмотреть. Конечно, лучше выбирать подрядчиков, у которых опыт побольше, которых рекомендуют, у которых есть официальный местонахождение, да, какой-то офис, да, куда можно прийти, пожаловаться, предъявить претензию, поставить входящий номер на ваши уведомления о недостатках и так далее. Дальше, что еще нужно посмотреть? То есть разобрались с юридическим лицом, гарантийный срок. Обязательно, чтобы он был прописан, чтобы была уверенность в том, что вот если в случае недостатков, которые сразу не видны, вскроются, вы могли обратиться. Ну и напоминаем, что приемка работ происходит по акту. Следовательно, прежде чем его подписывать, от радости, что наконец-то ремонт закончился, нужно все внимательно осмотреть. Если вы с чем-то не согласны, вы можете акт либо не подписывать, либо прописать, что установлены те-то недостатки. То есть работы приняты, но с недостатками. Следовательно, устанавливается соглашением срок устранения недостатков, либо, если эти недостатки не глобальные, как я уже говорила, можно установить уменьшение стоимости оплаты в связи с тем, что выявлены вот такие недостатки. Желаем вам приятных ремонтов, чтобы они заканчивались только отличной новой обстановкой. Хорошего дня! Талат Гусейнов из Национального исследовательского Нижегородского государственного университета имени Лобачевского выдувает из стекла колбы для ученых и медиков всего города. За 58 лет профессиональной деятельности он продолжает трудиться и делиться опытом со своими учениками, производя качественную отечественную продукцию. Завод это не делает. Это лабораторию, научный сотрудник, аспирант или доктор наук. Им нужно какой-нибудь синтез сделать. Они нам заказывают приборы, рисуют, мы изготавливаем, они работают. Вдруг не так пошло. Они приходят и говорят, давай изменяем. Там изменения делают на приборы. Не станут. После распада советского государства подобные мастерские во многих университетах закрылись, однако Талату Гусейнову удалось сохранить лабораторию. Сегодня она одна из самых крупнейших в России. В лаборатории Нижегородского университета под руководством Талата Гусейнова изготовляет более 150 видов различных сосудов для всех вузов и лабораторий города. Советский спорт в фарфоровой скульптуре. Зимние скульптурки из фарфора были очень популярны в Советский Союз и выпускали большими тиражами. Зима вдохновляла авторов фарфора фаянсовых предприятий Советского Союза, создавали статуэтки детей с санками на коньках, спортсменов-комсомольцев на лыжах, зимние сценки из повседневной жизни. Об одной из них мы бы хотели рассказать в нашей рубрике «История вещей». Сегодня я вам хочу рассказать про данную статуэтку. Это фарфоровая статуэтка, называется она «Девочка с лыжами», лыжница. Она была изготовлена в 50-х, 60-х годах.
Ленинградским фарфоровым заводом. Эта статуэтка была как бы выпущена серия «Счастливое детство». Вот. Их уже не выпускают. Вот. Данная статуэтка интересна тем, что она была в фильме «Москва слезам не верит», ну, в одном из кадров. Вот. Очень красивая статуэтка. Скульптор ее Столбова, художник Лупанова. Эта статуэтка нечастая. Цена на аукционах ее доходит от 5 до 7 тысяч рублей. Впервые в Якутске с 9 по 11 октября большие гастроли Бурятского академического театра драмы имени Ходса Намсараева. И у нас сегодня в гостях Саян Цытыбович Жамбалов, заслуженный работник культуры Российской Федерации, народный артист Республики Бурятия, режиссер, художественный руководитель Государственного ордена Трудового Красного Знамени Бурятского академического театра имени Ходса Намсараева, и Мунконова Надежда Михайлова, народная артистка Республики Бурятия, помощник художественного руководителя Государственно-бурятского академического театра имени Намсараева и Саха академического театра имени Аюнского. Доброе утро. Доброе утро. Вы уже, можно сказать, давние друзья, да, не первый раз встречаетесь. Расскажите, пожалуйста, про большие гастроли. Значит, есть федеральная программа «Большие гастроли». И в рамках этой программы мы решили с нашими якутскими коллегами из Саха-театра обменяться своими спектаклями. И нас поддержали в Москве. И вот буквально неделю назад наши коллеги, друзья, братья, можно сказать, Саха академический театр выступал у нас на сцене нашего театра. И показывали прекрасные свои спектакли, 3 спектакля, где полные были залы, стоя аплодировали наши зрители, бурятские зрители, вот искусству наших коллег. И буквально вот только они закончились, и следом мы за ними приехали. Вот наш театр приехал, чтобы показать свои 3 спектакля. Вот мне, как хотела сказать, уже известно, как 3 спектакля вы привезли. Да. Расскажите, какие? Значит, 3 спектакля 3 режиссеров. Очень разные. Я бы сказал, даже по театральному языку очень разные. Это первый, сегодня будет спектакль «Полет Бельчирская история». Это про, если кто-то знает, у Валентина Распутина есть повесть «Прощание с матерой». Про затопление, когда Братское море затоплялось, как вынуждены были бросать свои земли, вот эти села, которые уходили под воду. Те люди, жители, как бы им было тяжело. Но в то же время, это было на правом берегу Ангары, а на левом берегу Ангары были бурятские села. Такая же история была. И вот это спектакль про вот это драматическое время, когда нужно было оставить свою родину. Как мне известно, ваш театр очень достаточно старинный, с 1939 года, если... 32-го, да, если не изменяет мне память, но она изменила немножечко. И получается, у вас спектакли разного характера. У вас есть и фольклорные спектакли, и спектакли на фольклорном языке, фольклорные, на бурятском языке и русском языке. Да, у нас... в основном у нас спектакль идет на бурятском языке. Я бы не сказал фольклорный, спектакли. У нас на тему бурятского фольклора, может быть такой спектакль, связанный с историей Бурятии. Вот. Второй спектакль это «Король умирает». Это мастер абсурда, театр абсурда, это Ионеско. Значит, и 3-й спектакль, он будет завершать наши гастроли. Этот спектакль называется «Ветер минувших времен». Это спектакль про тоже драматическое время, когда после революции было брожение, когда брат становился, с одной стороны, врагом своего брата, и буряты вынуждены были кто уехать, кто переехать в Монголию, кто в Китай, кто... вот это такое было время, тоже драматическое время, и это про историю, вот именно про ту историю, связанную с бурятским народом.
Надежда Михайловна, вы Да. как артистка, да, вы лучше все-таки знаете, потому что вы видите со сцены, как же реагируют зрители на ваши бурятские спектакли. Зрители реагируют очень хорошо, особенно в последнее время. Вот как раз третий спектакль в свое время вызвал очень много споров. Мы считаем, что такие спектакли, которые вызывают разнополярные мнения, очень нужны, во-первых, для того, чтобы будировать сознание народа. И мы иногда и нарочито идем на такие смелые шаги. Тоже есть спектакль «Корея-03» у нас в репертуаре, тоже, который вызывает очень много интереса у публики. Интереса не только положительного, но и у многих как так? Как вы могли показать такое про нас? Потому что это сейчас же очень много гастарбайтеров из России и Бурятии, очень много живут в Корее, то есть зарабатывают деньги. Вот. И эта тема на острие, можно сказать, ножа, поэтому, конечно, рассказать честно про то, что наши буряты вынуждены поехать и зарабатывать в Корее, это, конечно, нужно иметь такую творческую, художественную смелость. А какие темы актуальны для вашего театра, темы спектаклей? Ну, я думаю, все темы актуальны, но особенно актуальны все-таки история. Историческая память очень важна, нужно вернуть эту историческую память, потому что какой-то был момент, когда все-таки была закрыта дверь вот в эту историческую память, что ли. Потому что, а сейчас мы уже на такой голод есть к своей настоящей, подлинной исторической истории. Но это уже, как получается, не первая встреча, да, вашего театра с Саха-театром. Был приезд в Улан-Удэ, да, Саха-театра на международный театральный фестиваль «Желанный берег». Да. Расскажите, пожалуйста, о сотрудничестве театров. Вы в начале передачи сказали, что сейчас впервые в программе, наверное, больших гастролей мы здесь, но на самом деле коллектив театра был впервые здесь в 2005-2004 годах. Мы тогда привозили 3 спектакля и большой концерт. А в свое время тоже коллектив театра Аюнского приезжал на спектакль «Желанный берег» Лики Чингисхана, показывал спектакль. Тогда еще заброшенном большом ДК ЛВРЗ. Кстати, Андрей Савич всегда очень тепло вспоминает это время. Он говорит, вот как раз после этого же начали возрождать этот ДК. Он действительно, это был шикарный клуб, который в свое время был в развалинах и в разрухе. И именно действительно после этой встречи, после этого фестиваля его начали восстанавливать, в него поверили, что такое прекрасное здание не может находиться в таком состоянии. С актерами театра мы знакомы, мы очень тепло общаемся. И вот в эту встречу даже девочки наши говорили, вот как мы зажигали здесь 18 лет назад, мы хотим вспомнить это время. Да, то есть вот эта давнишняя дружба нашего коллектива, актеров, режиссеров Якутского театра, Бурятского театра, конечно, вот она уже многолетняя, я бы сказал, да. Взаимное такое обогащение. Это очень интересно. Наши старшие актеры в свое время, когда учились во Владивостоке, очень многие студии Якутского театра, нашего театра общались близко между собой. И хочется в заключение спросить такой у вас вопрос, что все-таки гастроли достаточно сложная такая, да, вещь, постоянно путешествовать, переезжать из города в город, разный часовой поезд. Что же дает артистам эти гастроли большие? В первую очередь, наверное, встреча с другим зрителем, потому что в любом случае, когда ты работаешь у себя на площадке, можно сказать, приходят одни и те же, а тут еще ты проверяешь не только себя, но и
идет ли театр каким-то другим путем, действительно ли мы понятны не только своему зрителю, но и зрителю, который не знает бурятский язык, даже при том, что играем мы синхроном. Очень много говорят, например, если в Хабаровске ставить спектакли, очень много зрителей говорят, что мы иногда снимаем синхронный перевод и просто слушаем мелодику языка, то, как актер передает, свой внутренний мир, и там уже у зрителя открываются уже другие пласты, другие миры. В любом случае, это опыт. И любой опыт для творческого человека это большой стимул, что ли, большой толчок для развития. Спасибо вам большое за такое интересное общение, такую беседу интересную. Хочу пожелать вам большого аншлага, чтобы пришло много зрителей и прочувствовали вашу бурятскую культуру. Ну а сейчас мы дадим слово нашим коллегам и скоро вернемся снова. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. Строительная готовность онкологического центра в столице республики составляет 90%. Онкоцентр будет отвечать всем требованиям современной медицины и оснащен диагностическим и лечебным оборудованием экспертного класса. Отмечается, что онкоцентр планируется ввести в эксплуатацию до конца текущего года. В российском бюджете заложат на лекарства дополнительно 25 миллиардов. В частности, планируется увеличить траты на закупку препаратов от орфанных заболеваний, вируса иммунодефицита человека и вакцин. Несмотря на то, что в целом бюджет на ближайшие 3 года дефицитный, есть статьи, по которым траты вырастут. К примеру, на лекарственное обеспечение россиян, в том числе и тех, у кого есть право на федеральную льготу. Новые социальные объекты построят в республике в 2024-2026 годах за счет средств единой президентской субсидии. Якутии выделили деньги на создание современных мастерских, приобретение и установку 3 модульных спортзалов по программе 50 спортзалов в школах ДФО, модернизацию 5 объектов здравоохранения в Нерюнгре, строительство школы на 253 места в Якутске. Кроме того, поддержано предоставление из федерального бюджета средств на создание объектов инфраструктуры территории опережающего развития в 7 дальневосточных регионах. Якутия в числе лучших по инициативному бюджетированию. Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов отметил, что на сегодняшний день инициативное бюджетирование реализуется почти во всех субъектах России. Якутия же с 2017 года успешно реализует практики инициативного бюджетирования в форме программы поддержки местных инициатив. На сегодняшний день в программе участвуют все муниципальные образования республики, а на финансирование программы в государственном бюджете региона в этом году были предусмотрены средства в размере 562 миллионов рублей. Навигацию для маломерных судов, используемых в некоммерческих целях, завершат в республике с 9 октября. Так, сезон закрывается в 21 районе и на территории Якутска и Жатая. В случае выхода маломерных судов на водные объекты с момента закрытия навигации судоводители будут нести административную ответственность. Правила приема в вузы изменятся в будущем году. Учебные заведения и абитуриенты окажутся в плюсе. Будущим студентам и их родителям станет доступна самая актуальная информация о шансах на поступление, а вузы смогут оперативно оценить популярность своих учебных программ. Это позволит приказ Минобрнауки с правилами приема в университеты в 2024-2025 учебном году. Со следующего учебного года этот процесс должен стать удобнее и спокойнее. Например, сейчас абитуриенты могут подавать заявления в 5 вузов на 5 разных направлений подготовки. И поступающие на бюджетные места могут указать, какие специальности внутри одного заведения для них предпочтительнее. В Музее музыки состоялось торжественное открытие персональной выставки «Осенний золотой бисер». На ней мастерица из Набарского района Антонина Петрова представила свои работы в технике бисероплетения. Всего выставлено 9 комплектов одежды «Долган». В коллекции не только взрослая одежда, но и детская, и даже кукольная. Антонина Петрова, родом из села Соскылах, долганка по происхождению, начала заниматься бисероплетением еще в 90-е годы. Сегодня ее работы выставляются не только на городских и республиканских выставках, но и на российских, и даже международных. Наша лаборатория с музеем подписали соглашение в прошлом году
И сегодня первая персональная выставка проводит наша Антонина Николаевна. Есть вот костюмы и еще есть сувениры, куклы, коврики, аксессуары, одежды, именно вот используются для кочевых условиях. Одинокого медвежонка зафиксировала фотоловушка в национальном парке Ленские столбы. Предположительно, сигалетка попал на камеры еще летом. По словам госинспектора Романа Широких, медвежонок с того времени не сильно подрос и похудел. Это может говорить о том, что хищник испытывает проблемы с самостоятельной добычей пищи. Напомним, годовалый медвежонок был замечен в июне в местности Юнкюол. Как объяснил тогда Роман Широких, малыш мог оказаться один, потому что так мама обезопасила его от агрессивных взрослых самцов в период гона. К этому часу это все новости. Хорошего дня. И в конце нашего эфира приятная новость. Завершился всероссийский конкурс «Мисс Россия-2023». Всего на этот конкурс поступило более 85 тысяч заявок от жительниц разных регионов, из которых члены жюри отобрали всего 520. Титул «Мисс России» завоевала Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга, а статус вице-мисс России 2023 получила Елизавета Дудина из Тольятти и наша землячка Любовь Хохлова. На этом я хочу повторить погоду, может, потому что кто-то проспал. И давайте посмотрим, какая же погода нас ожидает сегодня за окном. В центральных районах от -2 до +1, в Заречной группе от -3 до +1, в южных от 0 градусов, в Вилюйской группе -4, -3, в Колымын-Дигирской группе Улусов -9, -4, на северо-западе -5, -3. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра составляет 0 градусов, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный 4 метра в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков, утром гололедица, ветер северо-западный 6-11 метров в секунду, температура +3, +5 градусов. Ну а на сегодня наш эфир закончен. Встретимся завтра в это же время.